Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. В Галском районе завершено строительство транзитного хаба. Это совместный абхазо-российский проект. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба в Сухуми отремонтирован и ждет своего открытия. Здание полностью готово к выставочной деятельности. В офисе команды Абхазии состоялась пресс-конференция по итогам конкурса, направленного на поиск и поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма. В Москве состоялась 69-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России, в которой приняла участие делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба. Заседание прошло в соответствии с повесткой, утвержденной решением Совета парламентского собрания. Сессию провел председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Делегация парламента Абхазии выступает в качестве постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Беларуси и России. В ходе работы парламентарии рассмотрели вопросы повестки дня. У парламента Абхазии и Госдумы России сложились традиционно самые добрые рабочие конструктивные взаимоотношения, отметил спикер Лаша Ашуба перед открытием 69-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Республика Абхазия является постоянным наблюдателем с 2008 года в союзном парламенте. И, собственно, каждый год наши коллеги из России и из Беларуси приглашают нас на это мероприятие. Мы традиционно его посещаем. Это хороший опыт, хорошая площадка для дополнительного выстраивания взаимоотношений. У нас с Государственной Думой Российской Федерации сложились традиционно самые добрые рабочие конструктивные взаимоотношения. Еще в период до признания Республики Абхазия в Государственной Думе всегда звучал голос Республики Абхазия. В данное время складываются взаимоотношения и взаимодействия и с нашими коллегами из белорусского парламента. Я думаю, что мы продолжим работу в этом ключе. Может быть. А что входит в ваши обязанности как наблюдатели? Как вы из этих позиций оцениваете динамику развития союзного государства? Динамику развития союзного государства мы, конечно же, оцениваем позитивно. В наши обязанности входит, в общем-то, мы не принимаем участие в голосовании по вопросам, но имеем возможность участвовать в работе комиссий соответствующих комитетов и, конечно, в работе пленарного заседания основного. В Галском районе завершено строительство транзитного хаба. Это совместный абхазо-российский проект. Транзитный хаб не предполагает торговлю с Грузией. Основная цель – расширение торговых возможностей. Каких узнавала Гугуца Вардания. Когда-то через Абхазию проходил шелковый путь, самый большой торговый маршрут в истории человечества. И сейчас страна восстанавливает статус ключевого стратегического хаба в регионе. Это стало возможным благодаря совместному абхазо-российскому проекту в Галском районе. Он почти завершен и готовится к запуску. Транзитный хаб не предполагает торговлю с Грузией. Основная цель – расширение торговых возможностей. Среди потенциальных участников – Индия, Армения, Иран, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. Для кого-то этот коридор выгоден, для кого-то этот коридор удобен. И Сочи, Краснодар, Ростов. Для этих регионов сегодня выгодно заниматься нашим сквозным проходом. Просто это надо все прорабатывать, надо все изучать. Почему мы 6 лет этим занимаемся так аккуратно, не навредив никому, в первую очередь в нашей стране, потому что мы все изучали. У нас были тестовые проезды, мы пропустили груз через Абхазию на территорию Российской Федерации. Уполномоченные органы провели всю необходимую работу, что таможня, что служба государственной безопасности, что погрануправление ФСБ Российской Федерации. Да, и товар доехал до пункта назначения. У нас и обратный был груз. Мы в Иран отправляли товар из Абхазии. Уже, да, в тестовом режиме эти механизмы все проработаны.
Проект долгое время держали в секрете из-за сложной геополитической обстановки. Хаб в Галском районе будет связан с железнодорожным терминалом в Очимчире, так как автодороги Абхазии пока не готовы для масштабного грузопотока. Планируется многоуровневая проверка грузов и транспорта от сканеров и рентгена до досмотровых ям и детального обследования. Мы хотим связать наш терминал с железнодорожным терминалом, который построен сегодня в Очимчирах. Вот мы будем отгружать туда контейнеры или там прицепы, как это будет, и отправлять это все в Российскую Федерацию. И также обратно будет приезжать поезд, разгружать его в Очимчирах, нашими машинами будут довозить до терминала и оттуда уже отправлять. 3 этапа строительства терминала. Первый этап – это сам терминал. Второй этап – это уже строительство таможенных складов разного хранения, такие холодные и горячие, там холодильные камеры могут быть, такие там табачная продукция, алкогольная продукция, она как бы должна иметь свои склады СВХ. Строительство приграничного хаба в Гале реализуется на базе Абхазо-Российского таможенного соглашения о транзите грузов. Документ был подписан в 2011 году. Положение из него до сих пор не реализовано по ряду причин, исходящих из опасений безопасности. Учитывая соседство с Грузией, однако, по словам гендиректора транзитной компании Астамура Акселба, нет никаких оснований сомневаться в намерениях стратегического партнера в лице России. Хочу сказать, что никакой речи о торговле между Абхазией и Грузией не может быть, пока не будут подписаны ряд документов. И наша компания, она всего лишь только логистическая компания, которая будет перемещать товары через территории. Это грузы Российской Федерации, эти грузы третьих стран. Мы туда в одну и в ту сторону тоже будем доставлять эти товары. Проект транзитно-логистического терминала имеет долгую предысторию. В 2011 году его развитие официально продолжилось. Было подписано соглашение между таможенными органами Республики Абхазия и Российской Федерации. С российской стороны документ в свое время подписал Андрей Бельянинов, занимавший тогда пост руководителя таможенного органа. В настоящее время Сергей Бельянинов занимает должность генерального секретаря Ассамблеи народов мира. По словам Астамура Акселба, именно Сергей Бельянинов сыграл ключевую роль в возрождении данной инициативы. О конкретных цифрах эффекта реализации проекта пока говорить сложно. Однако очевидно одно – это значимый бюджетообразующий проект Восточной Абхазии. Мы можем сегодня, благодаря открытию этого хаба, это уже один шаг пройден. Второй шаг – это уже постараться попробовать там абхазскую продукцию, что попало там на хотя бы какую-то из третьей страны. Там, возьмем сегодня Иран. Я думаю, Иран не будет против, если абхазская продукция будет продаваться на территории Ирана. Мы должны использовать эту возможность. Это наша продукция должна выезжать, постараться в третьи страны. У нас вода хорошая, у нас алкогольные напитки, вина наши безупречно хорошие, да, пользуются спросом. Открытие хаба в Галском районе планируется через полгода. Гугут Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Наш соотечественник, прапорщик Вооруженных сил Российской Федерации Даниил Романович Акусба Олейников удостоен высокого звания Героя России. Даниилу 28 лет, он родился в Москве. Каждое лето в детстве проводил у тети Медеи Акусба в Абхазии, рассказала она «Спутник». Окончив школу, Даниил сразу пошел в армию. Вскоре после начала специальной военной операции по освобождению Донбасса он подписал контракт о службе в Вооруженных силах России. Владимир Путин лично вручил награду герою. Прапорщику Олейникову Даниилу Романовичу.
В отношении Сусанны Гумба и Анны Калягиной, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Как сообщалось ранее, Следственное управление МВД возбудило уголовные дела против Сусанны Гумба, Станды Лазба, Феликса Цугба и Анны Калягиной, осуществлявших мошеннические действия по продаже и оформлению земельных участков в Абхазии. Обвиняемые обманом и злоупотреблением доверием завладели крупными суммами денег у 5 граждан Российской Федерации. Общий ущерб, по информации потерпевших, составил свыше 11 миллионов рублей. Сотрудники ГИМС продолжают поиски мужчины в акватории Сухума. По предварительной информации, мужчина, поиски которого ведут водолазы, Важа Зарандия, рассказал начальник ГИМС МЧС Тенгиз Сабуа. По словам очевидцев, мужчина купался в море накануне днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу. В поисках задействованы водолазы и плавсредства. 5 мая 1992 года Важа Зарандия был назначен председателем Совета министров Абхазии. На этой должности он работал в период Отечественной войны народа Абхазии. После войны с декабря 1993 по апрель 1994 Зарандия был главой администрации Галского района. Администрация Гулрыбского района организовала отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции гражданского населения Донбасса, оказавшегося в зоне боевых действий. В гуманитарном грузе свежие цитрусовые плоды. Гуманитарный конвой уже отправлен в зону проведения СВО и в ближайшее время достигнет пункта назначения. Мемориальную доску открыли на фасаде дома в Сухуме, где жила доктор филологических наук Маргарита Ладария. Мероприятие прошло в честь столетия со дня ее рождения, который отмечался 13 августа этого года. Кроме того, в Абхазском госуниверситете состоялось памятное мероприятие. Здесь также была развернута выставка фотографий из личного архива ученого. Все подробности в материале Налы Чинджерия. 13 августа этого года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-тургеневеда, доктора филологических наук Маргариты Ладария. В честь этой даты на улице Агрыба, в доме, где она проживала, была открыта мемориальная доска. Почетного права открыть ее удостоились правнуки литературоведа Маргариты Глебовны Ладария. Мемориальная доска была создана по эскизу внука ученого Дениса Ладария. В церемонии открытия приняли участие общественность, коллеги, друзья и родственники Маргариты Ладария. От имени всех родных, близких поблагодарить сегодня всех, кто пришел сюда, и руководство Академии наук, руководство АБНИ, университета, да, всех интеллигентных, добрых, теплых людей, которые помнят Маргариту Глебовну. Хочу всех поблагодарить, что вот открыли эту доску. Без Академии наук, без АБНИ, без университета, без администрации города. Хочу отдельно поблагодарить тоже руководство администрации, которое взяла на себя материальные расходы по изготовлению, да, и вот сделали такое доброе, замечательное дело на память не только этой семье, я думаю, на память городу, на память республики. В день памяти ученого и педагога Маргариты Глебовны в ВАГУ прошло юбилейное мероприятие, посвященное ее столетию. Многолетний труд Маргариты Ладария оставил глубокий след в новейшей истории Абхазии. Она является автором 3 монографий, учебных пособий, сборников статей и более 20 научно-методических работ. Она начала свой профессиональный путь с Московского педагогического института, где окончила филологический факультет русского языка и литературы. Эта женщина стала для нас всех очень большим учителем. Она открыто, честно, принципиально говорила об образовании, поднимала дух наших преподавателей в сложное послевоенное время.
С 1953 года вся ее дальнейшая профессиональная деятельность была связана с Абхазией. В Абхазском государственном университете Маргарита Глебовна прошла путь от старшего преподавателя кафедры истории русской литературы до заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы. Как она сама признавалась, для нее работа была воздухом. Наши отношения с литературой складывались не по долгу литератора-профессионала, а скорее по зову моего сердца. И именно так Маргарита Глебовна говорила о своей профессии. Молодая абхазская культура развивалась и формировалась буквально на глазах Маргариты Глебовны. Ее личное общение с абхазскими писателями старшего поколения позволило ей заглянуть глубже в корневую систему абхазской духовности, основы ее связи с национальным характером и духом абхазского народа. Ну, конечно, главной темой ее работ научных была тема творчества Тургенева. Когда она защитила блестящую диссертацию на тему «Тургенев и писатели Франции», она заняла почетное место в международном сообществе тургеневедов. Тургеневедов России и не только России, но и тургеневедов европейского масштаба. Она была постоянным участником тургеневских конференций, проводившихся за пределами Абхазии. Главной темой научных работ Маргариты Ладарья было творчество русского писателя Ивана Тургенева. Помимо этого, она анализировала произведения абхазских писателей, таких как Баграт Шинкуба и Георгий Гулия. В рамках юбилейного мероприятия собравшимся был показан документальный фильм про важные этапы жизненного пути Маргариты Глебовны и ее научной деятельности, созданного специально к этому дню. Также в фойе университета была организована выставка из личного архива видного ученого. Нала Чхинджерия, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба в Сухуме отремонтирован и ждет своего открытия. Здание полностью готово к выставочной деятельности. Осталось только оснастить его мебелью и оборудованием. Какие работы проведены и какие экспозиции будут доступны посетителям после открытия, узнавала Шазина Ханагуа. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба сегодня выглядит так. Внутри просторные комнаты, наполненные светом и тишиной. Стены, хранящие память о прошлом, пока что молчат. Залы будто дожидаются, когда история снова оживет. В здании проведен капитальный ремонт. На первом этаже располагаются служебные помещения. Вестибюль, комната охраны, административные кабинеты, хранилище, конференц-зал. На втором – выставочные залы. Однако для открытия музея необходимо оснастить здание мебелью и оборудованием. Неделю назад музей посетили глава государства Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Состоялся разговор о дальнейшей судьбе музея. Хотят оказать реальную помощь в создании экспозиции. Естественно, тут нужна наша работа, наших историков, художников, которые будут привлечены к созданию экспозиции. Это совершенно нелегкая работа, это глубокая научная работа, это надо продумать, какой материал представлять, какую эпоху надо представить, в каких рамках это должно быть представлено. Надежда Ашуба отметила, что каждый предмет должен сам рассказывать о себе и о времени, которое он представляет. Музей не ограничивается узкими рамками только биографии Нестора Лакоба. Это музей истории Абхазии конца 19-го, начала 20-х веков. Период нелегкий, сложный и интересный. В гостях были и заместитель министра культуры Российской Федерации, а также советник министра. В Госфильмофонде России хранится немало интересных материалов, особенно по 1930 годам, связанных с Нестором Аполлоновичем. Российская сторона пообещала, что эти материалы будут разысканы и копии предоставят музею. Копии эти передадут. Тем более у нас есть, хоть и небольшой, но конференц-зал, где мы сможем это показывать широкому кругу населения, всем, кто будет в этом заинтересован. Я думаю, особенно молодым историкам это будет хорошее подспорье в изучении истории своего края.
Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 году к 90-летию Лакоба. Музей проработал до августа 1992 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии его сожгли. Сохранившиеся материалы в удовлетворительном состоянии. Это основной фонд наш, личный архив Нестора, который сохранился благодаря супруге Нестора Аполлоновича. Но уже после того, как репрессии завершены и брат царей Муста вернулся в Абхазию, он определенное время жил здесь, знал, где архив. Вот, когда он переезжал в Батум, он забрал с собой этот архив. Когда создавался музей, Станислав Зосимович, Людмила Владимировна Малия, первый директор бессменный до недавнего времени, они вместе ездили в Батум. Какую-то небольшую часть архива он нам передал. Но на сегодня весь этот архив продан сыном Мусту в Институт Гувера в Соединенных Штатах. Мы сможем располагать только копийным материалом при наличии финансов. То есть все это, естественно, в наше время это все надо покупать. Там очень такой богатейший архив. Во время посещения Станиславу Зосимовичу удалось где-то 95-98% зафиксировать. У нас есть перечень материалов. В основном имеются документальные материалы, бумажные носители. На втором этаже стоят 2 кресла, которые были переданы Сарии от супруги брата Нестора. Хотела обратиться ко всем жителям Абхазии. Если у кого-то сохранились какие-то материалы, связанные с Нестором Аполлоновичем Лакоба или же с его соратниками, мы были бы рады принять их в музей с большим удовольствием и по возможности отразить это в экспозиции нашего музея. Историко-мемориальный музей располагается в городе Сухум по улице Лакоба. Выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Лакоба проживал здесь с семьей в период с 1923 по 1936 годы. Шазина Ханаго, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Консультация по участию в квотной кампании на 2026-2027 учебный год для желающих поступить на медицинскую специальность прошла в республиканской больнице. Прием заявок продлится до 15 декабря. В квотной кампании участвуют более 450 российских вузов, в том числе и топовые вузы России. В зависимости от выбранного уровня образования кандидат будет проходить 2 этапа отбора. В рамках квотной кампании 26-27 учебного года Абхазии выделено 115 квот по разным направлениям. В соответствии с детализированным планом приема на медицинские специальности выделено 11 квот. В последние годы у нас медицина является направлением с самым высоким конкурсом. В прошлом году на медицинские специальности у нас был конкурс 5 человек на место. В зависимости от выбранного уровня образования кандидат будет проходить 2 этапа отбора. Первый этап отбора абсолютно одинаковый для всех. Он продолжится до 15 декабря. Это самостоятельное заполнение заявки на сайте educationrussia.com. Второй этап отбора в зависимости от выбранного уровня образования. На специалитет кандидаты будут сдавать тестирование офлайн по 2 профильным предметам. Это химия, биология. На ординатуру будет проведен конкурс документов об имеющемся образовании. На данный момент обучаются за пределами Республики Абхазия за счет Министерства здравоохранения более 80 врачей разных специальностей. И мы нуждаемся, естественно, в некоторых направлениях, такие узкие направления, как ревматология, неонатология и различные другие специальности. Но в том числе и общая хирургия, например, там в Гагре и реаниматологов, и хирургов иногда бывает не хватает, в Ткварчале. Поэтому мы на данный момент, пользуясь ресурсом, который есть в других местах,
пытаемся эти проблемы закрыть, в том числе и при помощи российских наших коллег, которые периодически сюда приезжают в помощь, так же, как и в летний сезон, например. Трехдневный образовательный интенсив от Центра развития молодежных медиа «Шум» начался в представительстве ДВФМ в Абхазии. Совместно с Госкомспорта Абхазии определены 4 ключевые темы образовательного интенсива: сохранение абхазского языка, образ молодого гражданина Абхазии, образ будущего современного молодого человека в Абхазии через 5-10 лет, талантливая молодежь в лицах. На итоговую презентацию 4 проектов будут приглашены эксперты, представители госуниверситета, парламента и журналисты. Мы образовательная площадка в сфере медиа-журналистики, обучаем действующих создателей контента, пресс-секретарей, тех, кто каждый день рассказывает о том, что происходит в мире. Мы приехали и делаем совместную программу с представительством дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия. Делаем образовательную программу, преимущественно направленную на видеоконтент. Участники поделены на 2 направления. Это вертикальные видео и горизонтальные. И работают над кейсами, которые мы им предлагаем. Они решают реальную задачу. Им необходимо создать видеопродукты по разным темам. Это видение будущего, то, как видит молодежь Абхазии молодого гражданина, который развивает страну, как они видят будущее для своей страны и как, в каком направлении она должна развиваться. Участникам необходимо приготовить медиапродукты, настоящие видеоролики, которые мы в конце программы будем презентовать нашей экспертной комиссии и получать обратную связь, отправлять на доработку, если такие моменты будут, и будем выпускать уже на медиаресурсах Республики Абхазия. Сегодня у нас в гостях наши партнеры, проект Росмолодежи «Шум». Это очень интересная форумная кампания, где рассказывают эксперты, рассказывают нашим участникам, как студентам, так и более опытным участникам про медиа. Затрагиваются такие серьезные и очень интересные вопросы, как популяризация абхазского языка и сохранение абхазского языка, развитие молодежи в ближайшие 5-10 лет. Участникам очень интересно, они разбирают эти кейсы и готовятся к презентации. 80 проектов допущены к следующему этапу конкурса «Гостеприимная Абхазия» по итогам оценочной кампании. В офисе команды Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса, направленного на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма Абхазии. Конкурс стартовал 7 августа, финал, который будет проходить в очном формате, запланирован в январе 2026 года. А Элита Арутюнян расскажет подробности. Гостеприимная Абхазия – проект, направленный на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма в Абхазии. Министр туризма Астам Урлогуа выразил надежду на продолжение такого рода конкурса и пожелал удачи всем участникам. По мнению Урлогуа, конкурсы как «Гостеприимная Абхазия» очень важны и необходимо развивать новые идеи, локации, продвигать Абхазию. Такие проекты – это подспорье для продолжения развития, также улучшения сферы туризма в стране. С мая месяца мы все время говорим про горы, про пешеходные маршруты и так далее. Отрадно видеть такие инициативы, их немало в этом конкурсе. Конечно, они перекликаются, многие из них, но очень хорошо, что они есть в нашей стране. Я видел и проекты, связанные с продвижением Абхазии, горно-пешеходных маршрутов и всего остального, что не может не радовать меня как министра и нашу отрасль в целом. Ценным результатом конкурса стало включение в него не только действующих игроков рынка, но и обычных граждан, поверивших в возможность изменить облик туристической отрасли страны и готовых внести собственный вклад в развитие сферы гостеприимства Абхазии. Главное, чтобы мы с каждым днем все лучше и лучше развивали нашу страну, предлагали новые интересные мысли, идеи, локации, проекты. Это очень важно для того, чтобы сделать нашу страну еще более привлекательной. И те амбициозные задачи, которые с руководством мы ставим по количеству туристов, которых мы хотим видеть, гостей в Абхазии, чтобы они сбылись. Конкурс стартовал 7 августа, а очный финал запланирован на конец января, начало февраля следующего года. Проект располагает несколькими этапами. Вначале было необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету, потом пройти онлайн-курсы, далее дистанционное тестирование, оценка компетенций. Еще один этап – это акселератор проектов в индустрии гостеприимства, после чего финал и определение победителей проекта.
Органы управления конкурса – это наблюдательный совет, который состоит из 5 человек, представителей Республики Абхазия. Экспертный совет – это 6 представителей Республики Абхазия, 6 представителей Российской Федерации. Организационный комитет – это 3 представителя Республики Абхазия и 3 представителя Российской Федерации. То есть конкурс является совместным, абхазо-российским. С абхазской стороны оно команда Абхазии, с российской стороны это автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», президентская платформа. Георгий Габуния поблагодарил экспертный состав в лице Игоря Цулая, кандидата географических наук и Министерства туризма Абхазии за их вклад в конкурс. Директор команды Абхазии также отметил, что участие принимают не только действующие представители туристической индустрии, но и большое количество людей, ранее не задействованных в этой отрасли. В проекте зарегистрировалось 1033 гражданина Абхазии. Из них 253 представили свои проектные идеи. К следующему этапу допущено 80 проектов, которые наиболее соответствовали критериям конкурса. Среди них жизнеспособность идеи, конкурентное преимущество, мультипликативный эффект. Те проекты, которые прошли в очередной очный этап, это этап акселерации проектов, в рамках которых будет происходить разработка проектов, то есть идеи, которые поданы, они будут доведены до стадии уже полноценных проектных предложений. Данный этап будет проходить здесь, в городе Сухум, с 15 по 18 декабря, о чем будут уведомлены в личных кабинетах все участники. Параллельно с этим работники аппарата команды Абхазии будут обзванивать этих товарищей для того, чтобы мы могли их пригласить. Игорь Цулаев выразил надежду, что такой проект поможет развивать восточную часть Абхазии. Он также поделился своими наблюдениями и рассказал о важности посещения туристами Абхазии не только в летние, но и в зимние сезоны. То, что очень много в настоящее время происходит в нашей восточной части Абхазии, да, не менее интересная, не менее развитая, не менее исторически развитая территория в данном период времени становится менее такая интересная пока для туристов. С запуском аэропорта, с другими коммуникациями эта часть Абхазии будет процветать. Одна из задач конкурса «Гостеприимная Абхазия» – достижение к 2030 году определенных показателей по увеличению турпотока и, соответственно, расширению индустрии, которая позволит нашим гостям здесь качественно проводить свой отдых. Айлита Арутюнян, Рамукамке, Абхазское телевидение. Институт экологии Абхазии получил грант Фонда президентских грантов России на восстановление дома смотрителя Сухумского маяка. По словам руководителя проекта Михаила Кирия, планируется восстановить здание, подвести коммуникации, благоустроить территорию. После ремонта здесь откроют детский экологический клуб, коворкинг и площадку для образовательных и культурных мероприятий. Прием и выдача российских водительских удостоверений на территории Абхазии приостанавливается с 20 декабря текущего года по 20 января 2026 года. Об этом сообщает УГАИ МВД. Решение принято в связи с наступлением периода годовой отчетности и новогодних каникул. В настоящее время 1500 готовых удостоверений ждут своих владельцев в здании УГАИ. Госавтоинспекция также напоминает, что граждане Абхазии получают российские водительские права в упрощенном порядке выдачи, и данная мера будет действовать до 1 апреля следующего года. И в завершении выпуска о погоде. В среду 10 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами со второй половины дня дождь, гроза. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 14 градусов. Набряла ухабе хадыра тракур программа Харукшопас Хабхашуайт Абзирас.